Поговорим о проблемах, которые снова и снова приходится поднимать из-под завалов мусора. Старая проблема мусорной реформы, которая тянется со дня основания, то есть с 2019 года, приобрела новые очертания. На прошлой неделе Верховный суд Татарстана порадовал бизнес республики своим важным решением, признав недействительными нормативы накопления твердых коммунальных отходов для промтоварных магазинов и супермаркетов. Ура! Эти нормативы были указаны в постановлении Кабмина от 24 августа 2022 года. Объясню. По этим нормативам предприниматели за вывоз мусора платят больше в 10 раз. Почему, спросите вы? Потому что бизнесмены оплачивают услугу не по факту, то есть сколько произвели мусора, столько и заплатили. Например, произвели мусора на 50 тысяч рублей в магазине, но в реальности платят 500 тысяч. Потому что по нормативам, утвержденным свыше, предполагалось, что должны произвести больше. Несмотря на то, что решение еще не вступило в законную силу, предприниматели празднуют победу и ждут изменений по оплате. Но это не единственный пробел мусорной реформы. Второй пробел – монополия региональных операторов. Они диктуют бизнесу свои условия сотрудничества, совсем невыгодные. Но вот куда потом уходят мусорные деньги? Еще более интересный вопрос. Полигоны в жутком состоянии и не соответствуют санитарным нормам. Диляра Юсупова разбиралась, что не так с региональными операторами и почему мусорная реформа оказалась на свалке. Свалка мусора и свалка наших с вами денег. Гора отходов и гора проблем, которые вместе с мусором не разлагаются, а продолжают гнить. А мусорная реформа продолжает демонстрировать грязную изнанку. Данный норматив, он увеличивает расходы более чем в 10 раз. Это, соответственно, очень большой урон для бюджета предприятия любого. Соответственно, это удар, так скажем, по кошельку гражданина, покупателя. Но в месяц 1 квадратного метра недвижимости разве 88 килограммов отходов будет образовываться. Столько мусора должна потреблять конкретно эта компания, исходя из норматива, установленного постановлением Кабинета министров от августа этого года. До этого было еще несколько постановлений, по нему норматив был еще выше. С тех пор, как начинается эта тяжба предпринимателей за свое право платить за мусор по факту, Кабинет министров, казалось бы, высчитывает новый норматив, но... В августе месяце рождается вот этот норматив 0,79, который на, сколько получается, на 0,03 отличается от предыдущего норматива. И как выяснилось в суде, Министерство строительства и Кабинет министров совершенно не скрывали в суде то, что были применены расчеты, которые легли в основу ранее вынесенного постановления, которое было отменено Верховным судом Республики Татарстан. Уже много лет часть бизнеса считают мусор, что называется, вручную, по количеству контейнеров и их заполняемости. Сами считают, сами выставляют себе счет, его же и оплачивают. Это уже представители торгового центра Набережных Челнов. Они тоже действуют по этой схеме. На квитанции от регионального оператора просто закрывают глаза. Рекоператор, в свою очередь, подает в суд. Они подают ответный, и так по кругу. У нас ежедневно должно образовываться 66 кубических метров отходов. 66 кубов – это, наверное, 8 КАМАЗов. Фактически образуется у нас мусор 8 кубических метров. Вот. Если мы раньше платили, когда у нас договор действовал, расчет вели по количеству и объему контейнеров, мы платили в среднем в месяц около 100 тысяч рублей, в каком-то месяце 100, где-то 115 тысяч. То сейчас по расчетам регионального оператора мы должны оплачивать по 950 тысяч рублей в месяц. То есть почти миллион. Территория Набережных Челнов относится к восточному региональному оператору компании «Гринта», которые согласны. Да, суммы действительно запредельные, но что мы? Мы действуем по закону. Есть норматив, не нами придуманный, не нами рассчитанный, но есть и федеральное постановление, на которое как раз ссылаются предприниматели, согласно которому регион вправе выбрать, оплачивать по нормативу или по факту. Но компания «Гринта» подчеркивает, дело обстоит не совсем так. Вернее, совсем не так.
505-е постановление правительства Российской Федерации, оно утверждает, что есть две формы учета. Расчетным способом по нормативу, да, о котором мы говорим, либо расчетным способом, исходя из количества контейнеров, установленных на контейнерной площадке. Там факта нет. Нормы Санпина говорят четко, что количество контейнеров должно быть равно нормативу установленному. И практически нет предприятий, которые в таком количестве устанавливают контейнеры. Но Санпин это урегулировал. При этом предприниматели чаще всего идут вразрез этим нормам, устанавливают гораздо меньшее количество, которое считают необходимым. При этом мы не имеем права, даже морального права перед другими потребителями, вывозить и начислять им столько, сколько они поставили, по сути. Мы не знаем, действительно ли столько они отходов произвели, все ли отходы на этой контейнерной площадке. Итак, по действующему законодательству бизнес должен выбирать или в пользу норматива, или в пользу количества контейнеров. И в том и в другом случае цена будет примерно одинаковой. А что региональные операторы? Региональные операторы где-то сбоку. Деньги собираются, а что взамен? Пройдемся хотя бы по Казанским улицам. Улица Дорожный переулок рядом с проспектом Победы. Эта мусорная площадка была задумана когда-то 2 года назад как некий пример для подражания. Цивилизованные контейнеры, раздельный сбор мусора. Но спустя время вы сами видите, во что это все превратилось. А вот чуть дальше, буквально в 200 метрах, мы вообще наблюдаем вот такую страшную картину. Посчитаем грубо. В Татарстане около 4 миллионов человек. Плата за вывоз ТКО состоит около 100 рублей с человека. Это почти 400 миллионов рублей в месяц. И это только физические лица. Есть еще и юридические. Есть еще дачники, которые платят двойную плату. И есть 2 региональных оператора на всю республику. И есть вот это за наши деньги. А есть еще вот это. Нет, я не пущу. Полигон в Апастовском районе. Внутрь нас категорически не хотят пускать. Охраняют ценность – мусор. Или наши деньги, превращенные в мусор. Здесь нет ни вывески, ни ограды по нормативам. А еще здесь рядом озеро. Расстояние не более 100 метров, при допустимых 500. Вот так отходы попадают в озера, реки, а потом в наши с вами чашки. Давайте посмотрим в Апастовском районе. Что вот здесь есть, что нет. Скажите мне. Ну, ванны с раствором нет, сортировки нет, подъездные пути, как вы видите, своеобразные, да. Ограждение сетки, так сказать, тоже, так сказать, по периметру полностью практически отсутствует. Вот. Пруд-накопитель нет, пруд-очиститель нет. Видите этих птиц? Это значит в глубине трупы грызунов. Именно для этого существует ванна с дезраствором, в которой обрабатываются колеса мусоровоза перед выездом в населенный пункт. Какая ванна? Которой здесь нет. Зато она есть в Буинском районе. Ну как есть, полюбуйтесь. Там еще ничего нет. Сейчас ванну ее ветром полно. А сейчас типа не надо мыть колеса? Или как? То есть она не наматывает сейчас грязь? Нет, не надо мыть? Ничего не наматывает. А еще здесь нет весов. Это как? Так, что мусор, который привозится, попросту не считается или считается на глаз. Мы закон приняли, нормативы разработали, и, пожалуйста, работайте, региональные операторы, собирайте деньги. Ну вот 4 года собирали деньги, за 4 года не сделали ничего, от слова ноль. Региональный оператор оперирует переполненными свалками, новые свои не строит. Региональный оператор якобы оперирует мусоросортировками, мусор не сортируется. А зачем тогда нужен региональный оператор? Деньги собирать? Кто контролирует? Вы правильно вопрос задаете. Кто контролирует региональных операторов? Региональных операторов контролирует тот, кто написал эту иезуитскую схему движения с отходами, и кто теперь не в силах признать то, что эта схема нерабочая. Мусорная реформа – это была надежда на светлое, чистое будущее. Но надежды почти не оправдались. В Народный фронт поступают десятки обращений от жителей. С каждым годом их все больше именно по мусору. Плюсы есть. Республика частично очистилась от несанкционированных свалок. На этом все. Где сортировка? Где переработка? Мы проехались по полигонам, да? Мы там видим. Полиэтилена очень много. Почему полиэтилен на полигон такого попадает? Он должен подлежать переработке, сортировке. Из него можно делать крошку,
там гранулы какие-то, да, то есть из него можно произвести материал из этого сырья. Из него можно сделать сырье и произвести товар, так скажем. А это все вывозится на полигон. Очень много металла, пластика, стекла. Вот если взять Левченко, хороший, Словнет, современный там мусоросортировочный комплекс. Вот таких комплексов должно быть намного больше. Разорвавшиеся мешки поступили на линию. Рабочие девушки выбирают полезную фракцию. У каждого работника определенный вид фракции. Пластиковая бутылка, алюминий, полиэтилен, картон, стекло. Кстати, вот он, сортировочный центр в Левченко, под ведомством второго регионального оператора, управляющей компанией по ЖКХ. Вот здесь все хорошо, все так, как должно быть. Сортировка по материалу и даже по цвету. Но он один в западной части, еще 2 в Набережных Челнах. Это ничтожный процент от общего количества. Капля в море мусора. Это не нашего прямого подчинения. Ну, не нашей собственности, не нашего... Что там рекоператор? Мы региональный оператор, но не в нашем ведении. Владельцы другие. Но кто отвечает за порядок на полигоне? Региональный оператор? Региональный оператор. То есть эти полигоны не соответствуют. СП, свод правил, вышел в апреле 2022 года с этими новыми требованиями. И действующие полигоны, СП требует, что мы должны разработать программу по модернизации, реконструкции. То есть, каким образом это делать, пока мы еще не придумали саму эту схему. Но действующие вот эти все полигоны, они тоже уже на грани закрытия. То есть, резервов нету. Сначала не признают, потом признают, потом объясняют, затем обещают. В частности, в планах, по словам УК по ЖКХ, есть строительство новых полигонов и дополнительных сортировочных станций. Возможно, будет. Когда – неизвестно. Такая история. Все понимают, но ничего не происходит. Может, стоит признать, что не получилось. Может, стоит вернуть, как было. Мусорная реформа, она показала то, что необходимо, на мой взгляд, вернуть все к состоянию, которое было до мусорной реформы. Когда муниципалитеты напрямую были заинтересованы в вывозе мусора, когда главы районов, они у нас умные мужики, они вполне могли сами справиться. Что касается предпринимателей, единственный выход, который видят рекоператоры, это вносить поправки в законодательство. Они не против брать оплату по факту, только как высчитать это по факту, кто будет считать и каким образом. Рекоператоры подозревают, что бизнес станет скрывать мусор, скидывая его на чужие территории. Бизнес, в свою очередь, не готов платить за то, чего не существует. Необходимо найти баланс, который будет выгоден обеим сторонам, и просто договориться. Диляра Юсупова, Роман Безменов, Андрей Ключников, 7 дней.